проводить правоохранительную деятельность. Итак, фонд видения прав человека. Я Джамшед Йоров, брат политического таджикского адвоката и политзаключенного Бузургмехра Йорова, который осужден за профессиональную деятельность сроком на 28 лет несправедливым, предвзятым и зависимым от властей судом Таджикистана. Работая сам адвокатом, будучи знакомым изнутри с истинным положением вещей, могу с уверенностью констатировать тот факт, что суды в Таджикистане являются полностью зависимыми в принятии решений от желаний и интересов властей, государственных обвинителей и следственных органов. Степень независимости судей определяется не только невмешательством в их деятельность, но и также специальным порядком их избрания, назначения, освобождения, неприкосновенностью судьи, осуществлением правосудия в порядке, установленном законодательством. Другим признаком зависимости судов от исполнительной и законодательной власти в Таджикистане является способ и порядок их избрания и освобождения от должностей. Судьи Верховного суда, высшего органа судебной власти Таджикистана, назначаются на должность председателем правящей Народно-демократической партии Таджикистана, члены которого занимают почти все кресла в парламенте страны. В существующей системе деятельности судов представители властей имеют преимущество по сравнению с обычными гражданами или стороной защиты. Если при входе в здание суда граждан, свидетелей и адвокатов тщательно проверяют, отбираются у них телефоны, звукозаписывающую аппаратуру и так далее, то эта норма не применяется в отношении представителей властей. Жестко ограничено право доступа на судебные заседания представителям общественности и журналистам. До начала и в ходе перерывов судебных процессов зачастую представители государственного обвинения находятся в кабинетах судей, что ставит под сомнение дальнейшее решение судей по делу как независимые. Другим аспектом, свидетельствующим о зависимости судебной системы, является отсутствие информации и скрытый характер деятельности судов в стране. Все общественно значимые судебные процессы в стране проходят под грифом «секретно». Часто использование такого метода ведения судебного следствия свидетельствует о недостаточности и необоснованности предъявленных доказательств и обвинений со стороны гособвинения. И согласие судов на проведение таких заседаний является признаком их зависимости от желания прокуратуры и властей. Таджикистану необходимо перейти от декларирования к осуществлению таких принципов уголовного судопроизводства, как в частности принципа равенства перед законом, презумпции невиновности и права на справедливое и гласное судебное заседание. Полный текст нашего доклада, уважаемый председательствующий, передан в секретариат ДИПЧ. И последнее, что я хотел бы сказать, в первую очередь необходимо Таджикистану освободить всех политических заложников, в том числе и моего брата Бузургмехра Йорова. Спасибо большое за внимание.